В этом видеоуроке мы рассмотрим примерный алгоритм действия работы менеджера по продажам. Рассмотрим, какие события он заносит при работе с клиентами, как выставлять заказ, как делать реализацию. Первый, соответственно, например, менеджер по продажам совершает обзвон имеющихся клиентов. Заносит события, телефон-звонок исходящий, тема обзвон клиента, например, контактное лицо, например, Бессонов, описание есть потребность, товары. Далее переходим в вкладку «Интерес клиента», добавляем в чем потребность, например, это бытовая техника, лицо СБВ, количество 2 штуки, по цене 3500 рублей. Уточнили интерес клиента, узнали потребность, соответственно, узнали у клиента, когда клиент вышли запрос на данную заявку и поставили себе, соответственно, события, чтобы не забыть проконтролировать заявку. С напоминанием, что нам нужно 14 числа в 16:30 позвонить клиенту и проконтролировать, если он не вышел заявку. Записать, закрыть. Соответственно, если мы откроем календарь, мы увидим, что 14 числа у нас стоит задача напомнить клиенту о заявке. Так прошло время, и мы позвонили клиенту, соответственно, договорились, что мы выставляем счет клиенту, соответственно, создаем на основании заказ клиента. Желаемая дата отгрузки 14 числа. Цена 3500 рублей. Дополнительно ничего записывать не нужно. Провести. Далее, если клиент оплачивает по безналу, также можно создать события с напоминанием себе, что клиент должен оплатить до какого-то n числа и контролировать данную оплату. Если клиент не оплатил, соответственно, дальше прорабатывать. После того, как мы создали заказ, необходимо выставить счет, если клиент будет оплачивать по безналу. В нашем случае клиент оплачивает по безналу, соответственно, выставляем счет. Создать на основании счет на оплату. Давайте распечатать счет. Данный счет можно либо сохранить в файл, либо отправить напрямую из 1С в необходимом формате. Отправляем счет клиенту и ждем оплаты. Итак, прошло некоторое время. К нам поступила оплата от клиента. Если товара нет в наличии, нам необходимо будет этот товар
закупить, чтобы реализовать. Соответственно, если товар есть в наличии, можем делать сразу реализацию. В нашем случае товара нет в наличии, нам нужно его поставить на склад. Для этого мы заходим в документы поступления, создаем поставщик, имущество пускай будет. Переходим на организацию «Стройснаб», склад основной. Добавляем 2 пылесоса по цене 1500 рублей. Соответственно, подразделение отдел закупок. Вносим номер товарно-накладной, который нам предоставил поставщик, и счет фактуры. Провести, закрыть. Итак, товар у нас на складе, имеется в наличии. Деньги у нас на счету. Товар оплачен. Следующий шаг — это необходимо создать реализацию и отгрузить товар клиенту. Для этого мы заходим в заказ клиента, который находится в папке «Работа с клиентами», заказы клиентов. Открываем заказ, переводим статус к отгрузке, проводим, создаем основание, реализация товаров и услуг. Проверяем организацию, с которой отгружаем, склад, подразделение устанавливаем, отдел продаж. Проводим. Создаем счет фактуру. Указываем платежное поручение. 7.6. Проводим, скрываем. Далее печатаем документы. 12. И счет фактуру. Провести, закрыть. Если тут можем закрыть заказ. Все, заказ выполнен, товар отгружен, деньги в кассе.